Так, поехали. У вас предыдущее задание было сделать тоглы, да? Реализовать тоглы в разделе сервисов нашего лендинг сайта. Так. Ну, давайте начнем с Абдрахмана. С Абдрахмана начнем. Солай. Самачалат. Так, мен тигил сайттын вообще жазып көрдүм да ичинечи. Вообще сервисин ичине секшн жазып көрдүм, бирок вообще мындай реакция ноль да, даже CSS'те бир нерсени өзгөртсөм деле эчтеке болбойт. Visual Studio проблема болду билбейм, бирок башка папка ачып жаздым да Teams'те. Бирок азыр кайрадан тил жай көчүрүп көрөйүн дейм, бирок жазсам деле реакция болбой атат да вообще. Ушундай проблема. Буякта уже даяр. Допустим, басабыз. Басканда өзү минус болуп турат. Басканда плюска өзгөрөт, ушинтип тогл менен көтөрөт. Так, то есть бизде бул жерде 3 сразу сервис блок деп, ошо сервис блок 1 деп өзү башында эле эмен сайттын ичине жазган болчумун да, тиги сайттын ичине. Анан ошондон бери класстер өзгөрүлдү. Ошол бул жерде он клик менен болот. JavaScript'те. То есть ошол эле. Так, могу көп внимание кылбай эле койгула. Башка нерсе. Блок btn клик 1, 2, 3. Анан ушинтип каждый блок класс toggle active. Если то есть кнопка inner HTML плюс барабар болсо, то анын inner HTML минус байланыш керек. В другом случае просто плюс болуп тура бериш керек да. Стайлда бул жерде баары жок active менен иштейт. Сервис блок active болгондо height 200 болот. Сервис блок параграфтын display блок болот. Башында display болуп турат да. Transition менен эми ушинтип болду. Так, менде суроо, эмнеге 200 пиксель высотасы? Эмнеге 200 пиксель? Так, вообще 200 пиксель болгондо могу баары жок батып атат да. Бул жерде допустим мындай үчөө батып атат азыр. Кайрадан басканда могу четке өтүп, бул жерде эмеси чыгып калбасын деп да. Скроллчу. Хорошо. Хорошо, азыр батып атат. HTML'дан текст кошуп көрөлү анда, описание. Суроонун тоглдун астында ачыла турган блокко көбүрөөк текст кошуп көрөлү. Так. Экинчи блокко кошулду. Так, дагы 200 пиксельге батып атат, дагы текст кошуп көрөлү. Ушуну калды. Мынакей баг болуп калды. Высотаны бул жерде фиксировать этпеш керек. Так. Active болгондо высота 200 пиксель болбош керек. То есть паддинг коелу анда. Паддинг эмес, автоматически болуш керек. Ичинде блокто текст канча болсо, высота ошончо текст алыш керек да. То есть вообще алып эле ташташ керек. Жок, анда болбойт. CSS'те проблемалар бар. CSS'те кайра карап жүрүш керек. Так, если паддинг вот он дроп,
Жетпей калды баары бир. Высота фиксированный болгон үчүн батпай калганын баардыгы блоктон чыгып кетти да, overflow болуп калды. Ошон үчүн биякта Так, мына высотаны кошпош керек. азыр дагы кошсок. Всё равно Батпай. понятно. Высотаны фиксировать этпеш керек. CSS-тин решениясын бир сыйра карап жүрүш керек. Так, анан оң клик менен функцияларды вызов кылганын дагы жакпай элем. Себеби кийин башка дагы бир элементке ошол эле кликти атлай этиш керек болуп калса, ошол элементте он клик болбой калат. Анан функциялардын баардыгын окшош эмес, бир функция кылып туруп баарына бирдей кылыш керек. Хорошо, Абдрахман? Хорошо. Так, жакшы бирок. Асель. Саламатсызбы агай, саламатсыздар барыңыздар. Так. Кажется, вот агай мен өткөндө сабакка аягына чейин катыша албай башынан ошо чыгып кеткенмин да, анан запись ару киргизе эле экен. Тигели. Так, сейчас. Анан эмени жасагамда ошо сабактагы заданияны аны көрсөтсөм болобу же көрсөтпөй эле коеюнбу? Хорошо, көрөлү. Көрөсүзбү? Макул, ошо. Көрсөтүп алайын. Туура кылдымбы, туура кылган жокмун билбейм, ошо сиздин кодуңузду карайын десем, сабак кире эле экен, анан өзүм отуруп алып кылдым. Так, биринчи, сейчас кайсы жерден башталат эле? Вот. Эме бул жерден эме кылдым. Бүт барын деген data ID деп атрибутту, data ID-ни алып алдым, атрибут. Аны буга сактадым. Андан кийин content деп классты алып about ID деп эмеге сактап койдум. Ошо классты. Андан кийин about data ID-ни деген эме кылдым. Через for each. Так, через for each. Ошо туура эле ошону эле айтып атат окшойм. Так, через for each dataset менен через for each перебирать эттим. Dataset деп ага переменный берип алдым ар бир элементке. И ошо dataset бир элемент алынганда ошого add advanced listener деп койдум. Клик болгондо this'ти бердим, event'ти. И ушунун ичинен, бул функциянын ичинен эме cons id dataset деп өзүнчө алып алдым ушу кликке, потому что бул жерден бул полностью ошол строканы алып берет экен да, майда чүдөсү менен чогуу. Анан мага именно data id керек болгон үчүн cons id dataset деп сактап, ошол eventке current target'ти коюп, андан атрибутун data id-ни алдым. Ошондо именно ошол элемент басылган элементтин data id-си алынат. Анан ичинен for, буяктан for each деле колдонсо болмок, бирок мен for i-ди колдондум. Мунун ичинен пока узундугу бүтмөйүнчө about dataset list деп ушунун эмеси бүтмөйүнчө эгерде ошол data setнисинде класс актив болсо, ошол эменин ичинде класс актив болсо, эгер true болсо, анда биз ал актив классты удалить этебиз. Эгер ал класс бул false болсо, анда аны кошобуз. И экинчи for i болсо, мында деген уже бул элементтин, бул content классты перебирать эттим for i менен. Ошон ар бир элементтин эгер тоже класс актив болсо, анда эме удалить этем, класс активти. А эгер так просто удалить этем и всё. If и второй if болсо, бул about id-нин атрибутун алам, именно id атрибут менен, анан dataset data id менен салыштырам. Эгер экөөнүн деген value значениясы бирдей болсо, анда about id-ге класс активти кошом. Бул кандай иштеди?
Так, азыр менде. Так, мынакей. Мынтип иштейт. Эгер обновление кылсак, кайра бул about ID'ге туруп калат. Анан кийинки домашний заданиям мен бияктан дагы аягына чейин бүтүрө албай калдым. Мен бул минуска алмаштыра албай койдум. Ошо мынтип иштейт. Муну айтып берсем эгер кийинкиси болсо, мындан ошол ошо дата кошуп алгам өзүм. Биякта еще эмеси жок экен да, өзүбүз жазат экенбиз да эмесин, индексте өзүм жазып чыктым. Так. Кайсы ягында эле сейчас. Мынакей. Мынтип аккордеон деп берип алдым. Div класс аккордеон деп, ага section center деп өзүнүн буякта ушул эле немеде класс бар турбайбы, section center деп синтегрировать этет полностью элементтерди. Ошону алып эле кошуп койдум. Анан div класс аккордеон айтам деп өзүнчө алып, и ушул div класс айтамдын ичинде ар бир айтам болот да, элемент. Анын ичине мен эме кылып алдым, мынакей div класс деп туруп, div аккордеон header деп, анын ичинде h4 болот, анан баттан болот. Кийинки div'те болсо бул контент болот. Баттанга ошо data OS деп эме кылып эметип алдым. Дата сет берип алдым. И ошондой эле ушундай эле значение менен ID берип алдым контентке, аккордеон контентке. И ушул эки эме менен иштейм. Стилистикам. Так, мынакей аккордеон, margin top 17 пиксель деп алдым. И хедерге болсо момундай немелер бердим. Өзүнүн ушунун ичинде өзү момундай эмелер бар экен, элементтер. Бул бордерлерди округлять этет. Ошону бердим. Text transform capitalist деп ошо өзүнүн ичинде эле бар экен. Ушулардын баарын колдондум. Display flex, space between. Анан баттанга болсо өзүнүн ушу var элементтерди колдондум, светтерди. Ошо буларды. Контентке болсо padding бердим. Буларды ушу ичиндеги немелерди бир сыйра карап чыгып, ошолорду эле коштум. Анан мен бияктан display block, анан display none менен иштедим. Мен негизи ошо сиз өткөндө высотасы нулевой кылып иштеп көрөйүн деп көп жакшы меники болбой койду эмнегедир. Анан шашып ошо блок менен эле кылдым. Ошол анан так, JS-ке өтсөк, мынакей ошо data OS-ти алып алдым. Бияка сактадым бул переменныйга. Аккордеон контент деп классты алдым. Аны мындай переменныйга сактадым. Булар болсо мен жөн эле өзүм үчүн. Андан кийин ошо дата, бул ошо дата сетти через for each перебирать эттим. Button деп ар бир элементке переменный берип алдым. Эгер ошол бир элементке басылса, клик болгондо ошонун ивенти иштейт. Анын ивентине current target get атрибут менен ошонун дата сеттин значениясын алып алам. Аны бул data OS-ке сактайм. Муну мен өзүм чыгарып көргөм консолдо. Андан кийин аккордеон контент деп бул класс менен алып алгам да, 3 класс бар. Ошо классты тоже for each менен перебирать этип, айтам менен эметип, эгерде ушунун ID'си ошо үстүндөгүдөй эле да. Айтам get атрибут ID'нин значениясы бул дата сеттин значениясына окшош болсо, анда бияктан болсо класс toggle болот. Потому что эгер жок болсо кошом, болсо эметем, алам. Андан кийин бул болсо ушул мынакей мен момундай кылып иштеп көрдүм да. Бирок ушул системага кирип атат дагы, бул текст контент болбой атат. Ар кайсынын баарын колдонуп көрдүм, анан ошол ойдон калды, иштеш керек ошол. Анан иштегенин көрсөттүм мен ошо мынакей. Ошо всё болду. Жакшы, только му CSS-те астындагы блок өзүнчө бөлүнүп, полоска менен бөлүнүп калганы бир аз эме көрүнүп калат экен. Сызыкчаны жок кылганга аракет кылып көргүлө. Бул сызыкчаны ооба мен акаса эметтим, просто деген
муну өзүнчө дагы дифке алып туруп, анан бул ичиндеги немеге анан сызыкча берсем, ошондо бунусу эме болот окшойт да. Бул эме верхний верхний бордерге деген бергем да. Ошол мунун сыртынан дагы бир диф кылсам, ошондо болот экен деп ойлоп койдум. Ошол. Жакшы. Жакшы. Дальше жылабы Нуриби. Саламатсызбы агай. Саламатсызбы? Айша. Көрүнүп атабы? Мына бул HTML div класс берип алдым, аккордеон деп общий эмеге. Анан content text деп ар бир label'дын эмесинде ал көп ушуларга берип алдым. Анан текстке дагы бөлөк класс бердим. Анан то есть тексттин атына, то есть анан тексттин өзүнө да эме контент деп эме берип алдым. Анан бул JavaScript content text то есть класс name менен эме аккордеон ал, то есть аккордеон алдым, анан ага код жаздым. То есть и равно нулю, аккордеон, длина аккордеона больше и плюс. И аккордеон то есть переменный и'ни алдым, ага адвендлсинер бердим, аны кнопка кылдым, клик эме менен, анан функция жаздым. Этот здесь класс list toggle активировать. Анан бунун стилини иштебей калды. Стилдери иштебейт, бирок мындай кнопка бассаң чыгат, бирок эме кылбайт да. Ошо эле как бы иштебейт да. Башка эме бордер эмелер иштебейт экен. Анан style менен CSS-ке жазып көрдүм, анан иштеди. Барды иштейт. Жакшы. Решение жакшы, только бир жерде тоггларда бир проверка кылып коюш керек да. Ошону мен көрсөтүп берем анан. Негизи бул ушул тогглдардын решениясы примерно ушундай эле кыска нуска болот да. Решение абдан жакты. Веби жакшы. Только ошо бир проверканы обязательно коюш керек. Эгерде ушул вариантта иштесе, анда принципте кошпой деле койсо болот. Меники решение бир аз башкачараак. Мону эме бул эме меню болсо бияка астыга түшүргөндө эменин аккордеондун ичине кирип кетип атат да. Үстүгө чыгара албайтым эмени, менюнун үстүгө. Эгерде position абсолют менен болсо, анда ошондон чыгып кетет. Рахмат. Так, максаттыкын көрөлү, андан кийин анан сабакты уланталы. Саламатсызбы агай. Саламатчылык. Биз кылдык. Мен агай.
өзүбүз кыйналдык аябай, ачыгын айтканда. Google помощь болду ага. HTML'дан биринчи баштап кетейин. Бул section ичинде эле 3 катар div берилип, 3 катар дейм да. Div берилип, content item, анан кийин главный текст, анан кийин параграфтар кетти, кийин биз биринчи баттонду плюс минус кылып ала алганбыз. Анан буну вообще бере албай койдук. JS-танчы. CSS-тен дагы анан кийин решение таптык. Бул мынтип чыкты. Форм менен алып алып, advanced диске клик берип, анан кийин биз мону колдондук ага. Бул негизи React'та колдонуу ушундай. Бул негизи эле if else'нин деле ролун аткарат экен да. This HTML plus депчи. Если плюсту басканда минус чыгат, кайта суроо белгиси менен this HTML минус деп кайта минусту басканда плюс чыгат да. Кош точка менен. Кайта эле HR менен текстке, абзацка переменный берип, кайта эле ушу менен if else менен чыгардык. Буну деле panel style max height деп, style max height null деп. Кийин эле ушудан кийин биз если мынагу биз CSS-тен берген жокпуз, монучу пикселдичи текстчи. JavaScript'ten бердик, null колдонулат экен. Null функция scroll height депчи. Бул канча текст берсең деле киргизе берет. Пикселин чыгарып автоматически JavaScript'ten. Мисалы үчүн салып кетсек. Берди басканда 114 пиксель чыгып атат да. Если муну мындай кылсак, текст кичине көбүрөөк болот да. 162. Бул ошол автоматически JavaScript аркылуу высотаны вычисление кылып, анан да, по умолчанию логика ошондон байланыштыр да. Жакшы. Решение жакшы, бул дагы мага жакты. Тиги асыл эженики только баттондарды тияка берип, плюсту басканда минус чыкпай атпады беле? Ошол жака деле могул колдонулат го деп койдум да. Плюс минус иконканы алмаштырган эң оңой достор. Эң оңой. Азыр көрөбүз. Так, хорошо, жакшы. Решение жакшы болуптур. Так, и давайте посмотрим мой вариант решения этих тоглов. Вот у нас section services, заголовок, центрирующий элемент div, и внутри у нас есть тогл. Каждый тогл это у нас отдельный артикл. Вот смотрите, у меня пока 3 тогла, в разметке есть 3 тега артикл. В каждом артикл это как задан класс тогл. Это будет у нас целым тоглом. Так. Внутри тогла у нас есть обертка div toggle title, где у нас есть название, сам лейбл, да. Есть кнопка button, и внутри баттона есть 2 спана. И внутри я вставил через фонд Awesome 2 иконки. Это плюс, второй спан с классом toggle minus icon, здесь иконка минуса. Потом когда тогл будет активный, открыт, мы будем показывать либо этот, либо этот.
Дальше есть еще один div внутри абзац. Первому тоглу для теста добавлено больше контента, абзацу, описанию. И такая же структура продолжается. Название, баттоны и в отдельном диве у нас описание. По стилям. Что у нас есть по стилям? Вот у нас тоглы. Чисто декоративные стили, toggle title flex, потому что надо разместить же, получается, вот слева текст, справа иконку. Флексом его раскидали, justify content space between, align items center и остальные текстовые параметры. Абзацам тоже здесь чисто текстовые параметры, кнопкам задано, размер шрифта, бэкграунд, бордеры, курсоры и все остальное. Так, и что еще есть? У нас есть toggle текст, здесь тоже ничего особенного, бордер задали и паддинги. Так, дальше. Toggle текст. Вот смотрите. У нас есть toggle текст, div, который включает описательную часть. В JavaScript он по умолчанию будет скрыт, display none. Потом из JavaScript мы будем добавлять show toggle text. И когда будет добавлен show toggle text, то toggle text у нас примет display блок. Никаких высот здесь не задано. Потому что здесь подразумевается, контент может быть короткий, контент может быть длинный, побольше. Ну, чтобы потом не заморачивать, вычислять высоту и все остальное, чисто через display блок все задается. По умолчанию иконка минуса, оно скрыто. Но когда show текст появится, минус иконка, оно будет display inline. И то же самое для плюс иконки. По умолчанию скрыто, но потом будет добавляться. Так, вот и все. Теперь JavaScript. В JavaScript чем мы будем работать? Это у нас тоглы. Ищем их по классу toggle. То есть через JavaScript мы находим все три тега article, у которых есть класс toggle. Вот, мы их находим и сохраняем их в коллекции, которую называем toggles. Потом этот toggles коллекцию обрабатываем for each. Каждый тогл берем как тогл. И внутри функции for each, callback функции, начинаем искать кнопки наши. Кнопки это у нас, назовем btn, и внутри тогла, именно класса toggle, ищем через query selector класс toggle btn. Не по всему документу, а именно только внутри тогла. Вот. Toggle btn. Кнопку нашли. Потом на эту кнопку вешаем обработчик события клик с анонимной функцией. Вот. Получается, когда произойдет клик, у нас запустится функция, а эта функция что будет делать? Она берет эту коллекцию toggles, все тоглы, обрабатывает их for each и запускает function. Ну, каждый тогл возьмем как, допустим, возьмем как item. И делаем маленькую проверку. Если item не равно toggle, то мы у него убираем класс show toggle text. Так, если это условие не срабатывает, мы toggle добавляем класс list, как бы метод переключения класса show toggle text. Вот и все, вся логика. Получается, вот кликаем, открывается, кликаем, закрывается. Все элементы обработаны. Что здесь интересного? Ну, не то чтобы интересного, критического здесь высотой не играйте. Как у Абдрахмана. Жестко через CSS не задавайте тому элементу, который должен быть показан высоту. Там высота 200, там 300, 500 пикселей. Любые, даже если будут большие какие-то, ну, с запасом берете и устанавливаете высоту, лучше этого не делать. Лучше хотя бы как минимум поставить, например, минимум 100 пикселей. И тогда вот этот блок, раскрывающийся блок, который
после него открывается, у него будет 200, допустим, минимум 150 или там 200 пикселей, а если контента будет больше, он будет ниже протягиваться. И управлять этим лучше всего просто свойством DisplayBlock или DisplayNone. Вот и решение. Здесь, как видите, очень короткое, не сильно, не сильно усложненный такой код. Вот. И чем мы будем сегодня заниматься? Дальше. Мы в блок Products добавим слайдер. Но этот слайдер будет отличаться от предыдущего, который мы проходили где-то там несколько уроков назад, да, когда мы рассматривали такой элементарный слайдер. Здесь чисто для разнообразия, как реализован этот слайдер. Смотрите, у слайдера есть caption, название слайда. Плюс мы видим только одну кнопку, которая говорит, ну, мы находимся на первом слайде, назад мы не можем прокручиваться. Помните, в прошлый раз у нас слайдер бесконечно крутился, а этот будет ограничен. Вот, смотрите. Кнопку назад мы не видим, поскольку мы находимся на первом слайде. Кликаю дальше, у нас идет следующий слайд. Меняется изображение, меняется caption. Третий слайд и все. Мы дошли до конца слайда. Теперь вот эта кнопка вперед, она исчезает, но появляется кнопка назад, которая, ну, как бы говорит, теперь ты можешь, наоборот, назад крутиться. Вот мы дальше крутим, доходим до первого самого слайда, здесь кнопка вот эта исчезает. Бывают такие слайды, допустим, вот здесь пример исчезновения слайда, да? Когда не то чтобы исчезновение слайда, а именно исчезновение кнопки, когда у нас кнопка скрывается. Но есть такие варианты, когда, допустим, кнопка эта есть, но она как бы дизейблена. Она может быть принять какой-нибудь, например, серенький свет, наводишь, нажимаешь, ну как бы браузер не будет позволять ему нажиматься, да, но только мы дальше можем нажимать вперед. Вот. Ну, вместо скрытия, получается, можно этой кнопке добавлять там атрибут disabled равно true, который будет не скрывать его через CSS или через свойство DisplayNone, а именно просто через JavaScript можно добавить атрибут disabled. А когда дальше мы пошли, вот у него атрибут disabled исчезает, а он становится видным. Вот такую логику сегодня надо реализовать. Такой слайдер. Верстка у вас уже есть в Notion. Вот. Попробуйте написать JavaScript. Что интересного в верстке? Так, давайте я вам покажу. Так, слайдер Node.js. В разметке как организован этот слайдер? Вот у нас класс section с классом products, где подразумевается вставка слайда. Здесь есть обертка div с классом slider container. Это большая обертка, которая оборачивает, которая как бы содержит внутри себя все вот эти слайды. Каждый слайд это у нас отдельный div с классом slide. И смотрите, в разметку добавлен тег img, именно контентная часть. Ну, если это раздел продукты и, допустим, компания хочет показывать слайдом именно свои продукты, то лучше всего здесь изображение вставлять через тег img, да, а не через background. Вот. Caption добавлен там тегом, например, h1. Здесь может быть любой тег, там, если даже не заголовок, там, хотя бы абзац, спан, без разницы. Все стили заданы. Вот. И эта структура повторяется для каждого слайда. Внутри контейнера слайдера есть отдельный div, который содержит две кнопки.
Ну, я не стал сюда уже вставлять вот эти иконки красивые, ну, чисто для визуальности через спецсимвол добавил стрелку вправо, стрелку влево. Вот, баттоны. Так, теперь посмотрим стили. Стили слайда. Так, едем дальше. Тоглы. Вот здесь у нас начинается слайдер. Контейнеру задана ширина через viewport, оцентрирована, высота задана жестко, 200 пикселей. Изображения слайдов, они как бы зафиксированы. Почему здесь зафиксировано? Смотрите, это на слайдах лучше этого фиксировать, высоту слайдов или контейнера зафиксировать. Почему? Бывает так, что изображения могут появляться, например, из админки и, допустим, менеджер, контент-менеджер, ну, допустим, он не знает, как устроена верстка, да, и сюда он может закинуть любые изображения. Один может быть выше, один может быть ниже, один может быть уже, в общем, могут сюда попасть разные изображения. Если попадут изображения, особенно разной высоты, когда мы будем переключать слайд, допустим, изображение мышки выше получится, да, и тогда у нас будет контент вот так прыгать на странице вверх, вниз, вверх, вниз. Ну, это не очень-то хороший user experience, да. Когда вы видите, переключаете слайд, у вас страница вот так вверх-вниз будет скакать из-за высоты, что у слайдов разные как бы высоты. Поэтому на слайдах именно лучше фиксировать высоту. Так, а потом все, что не влезет, лучше всего скрыть. Overflow hidden или изображением задать Object Fit Cover. Ну, чтобы они полностью покрыли доступную ширину и доступную высоту. Да? Вот. Ну, остальное все чисто слайды, они position absolute. Position absolute обработаны, ширина 100%, height 100%. Здесь height подразумевается 100% от родителей. То есть слайды тоже будут 100% от родителя. То есть если контейнер будет 200 пикселей, значит слайды тоже будут 200 пикселей. Ну и остальное display grid, place item center, транзишны и text align center. Это для того, чтобы вот этот слайды прям стали по центру, caption был оцентрирован и так далее. Изображению задана тоже для бронебойности высота 100%, Object Fit Cover. Caption задана чисто текстовые параметры, но еще задано Position Absolute. Поскольку у нас слайды будут Position Absolute, значит caption тоже нужно ему задать Position Absolute. Но он будет снизу. И таким образом мы ему указываем bottom 0, ширина 100%, марджины убираем, добавляем padding, вот здесь, да, внутри темного блока. И устанавливаем background через RGBA, там, управляя альфа-каналом. Контейнеру задаем display flex, justify content center и так далее, чтобы внутренний контент, вот эти стрелочки были оцентрированы. И уже обращаемся к классам. pref-btn и next-btn. Они тоже будут position absolute. Сверху топ 50. Ну, здесь на слайде еще не сильно заметно, что вот эта кнопка чуть ниже находится. Дополнительно сюда можно что добавить? Transform. Translate. По Y. И на свой габарит можно его поднять. Так, сохраняемся. Вот таким образом мы его чуть-чуть можно приподнять. Так, жестко зафиксированы кнопкам габариты, высота, ширина, добавлен паддинг, фоновый цвет, display flex, через Justify и Align Items Center все центрируем.
меняемый бордер. Ну, остальное такое, не такие интересные такие свойства, да. Теперь каждому BTN нужно задать позиции. Previous, предыдущая кнопка, которая идет назад, она должна быть позиционом слева на 30 пикселей. Вот, на 30 пикселей отступает от своего родителя. Правая кнопка, получается, будет отступать уже на 30 пикселей справа, right 30. Вот и все. Так, каким свойством вам нужно поработать? Как вы думаете, чтобы переключение слайда было вот, перелистыванием, да, эффектом перелистывания? Дыра в стене. Так, еще какие варианты есть? Агай, Угу. мен өзім вариантымды айтып көрсем болобу. На самом деле Ага. мен ошо сиз биринчи слайдерди жасап тургандан кийин мен өзүм интернеттен издеп ошону жасап көргөнмүн да. Угу. И бул реализация как этот будет, вот өзүнчө блок болот, который hidden менен берилген. И ошо блоктун ичинде лента будет. В этой ленте будет находиться все вот эти фотографии. И когда мы будем нажимать кнопку налево, лента будет двигаться, и каждый раз вот ошо дифтен чыккан элементтер деген будет скрываться hidden менен, а дифтин ичиндеги элементтер көрүнүп турат. И когда ошол ичиндеги лентанын узундугу менен, биякта в основном длинасы менен иштеш керек, пикселдер менен. Потому что ошо дифтин узундугуна жараша ар бир лентанын ичиндеги элементтердин узундугу туура келиш керек. И ошол узундукка биз деген кнопканы басканда ошол берилген узундукка биз жылдырып турушубуз керек. И ошол узундуктун эмеси түгөнгөндө биз деген тиги кнопканы өчүрүшүбүз керек. Ошол. Надеюсь, я свою мысль правильно сказала, деп эми. О, туура эле, только бирок именно кайсыл свойство бул translate. Translate X менен жылдырабыз. То есть свойство будет translate, transform, а значение будет translate X, и на определенное количество единиц нужно будет совмещать вот эти стайлы. Каждому слайду нужно будет через JavaScript добавлять там slide.style.transform равно там translate X и какое-то значение, которое вы вычислите. Вот. Ну, логика, наверное, понятна. Ну, кнопки будем проверять. Помните, в прошлый раз мы делали там какой-то счетчик. Если счетчик там был меньше нуля там, или больше нуля, то мы дальше счетчик сбрасывали, либо добавляли, да? Вот по этой логике можете показывать кнопку, например, Next, или скрывать, или то же самое для кнопки Pref, показывать его или скрывать его. Для кнопок нету стилей в CSS. Вы будете его добавлять через свойство style, да? Нашли его, потом применили свойство style и там display и потом какое-то значение. Попробуйте поработать. Так, сейчас быстренько поделимся. Так, 40 минут по традиции и поехали. Так, друзья, время вышло. Давайте посмотрим на ваши работы, если есть. Давайте, суроо берилип болобу? Ага. Ошол эме менен жылдыргансыздар, сиз сүрөттөр бир класс болду, анан
position absolute менен элечи. Transform translate менен жылдырылган. Биздики болбогойду да ошо менен. Так, хорошо. Агай, мен көрсөтсөм болобу, бирок бул задание кылынган эмес да. Мгм. Бир проблема. Вроде бы translate менен кылып атабыз да. Допустим, если next биченди бассак, бул жерде наоборот эмне болуп next биченди бассам, бул кошуп туруп өткөрүш керек да. Анан Мгм. мындай басып атам, бирок аркасына басканда ал келбейт аркасына. 100% кошулуп атат да. Муну басканда бул жерде картинка жок болуп атат да, жок картинка. Ал картинкаларды мен таппай койдум. Ошондой болуп контейнер жылып кетип атат, анан слайдты жылдырсак, слайд бүт сүрөттүн баары тең ошо бир класста экен да. Ошон үчүн баары Анан мен жылып кетип атты да. контейнер слайд деп жаңы бир контейнер ачып туруп ошол баардыгын коштум. Кошуп туруп ошол менен кылып көрсөм дагы бирок болбой атат да. Картинкалар тупо жок болду. Таба албай атам аларды. Так, бул жерде слайдты жылдырыш керек. Бирок баарды бир класс менен бултуп камчы жылдырабыз. Жылат. Азыр көрөбүз. Так, дагы кимде решение бар, достор? Есть у кого решение? У кого получилось? Агай, меники бутен кнопкам иштебейт атат. Ошо эле. Хорошо. Хорошо, тогда давайте не будем тянуть время. Так, посмотрим уже решение. Так, здесь что мы сделали? Запустились. Еще раз Агай, давайте. можно я нашла свою ошибку. Мгм. Азыр я сейчас минуточку проверю, сейчас, Кайра, сейчас. Ну-ка. Ой. Ну ладно, все. Потом. Сиздикин көрөлүк. Так, хорошо. Тогда смотрим решение. Вот еще раз, да? Разметка. Контейнер, слайдер. И пошли слайды. Пошли слайды. В JavaScript с чего мы начинаем? Ищем слайды. Коллекцию слайдов. Называем это slides и document query selector all .slide. Ищем вот эти дивы. И их складываем в отдельную коллекцию. Ну и потом дальше управляющие кнопки еще нужны. Это NextBTN по классу NextBTN, PreviousBTN по классу PreviousBTN. После того, как мы коллекцию слайдов собрали, обрабатываем их for each. For each function slide. И у for each, помните, да, есть в callback функцию можно передавать индекс текущего элемента. И в callback функции что у нас? Мы берем слайд, пишем ему style, left, здесь шаблонная строчка, берем индекс, какой текущий элемент. Если, например, первый элемент, скажем, или там второй элемент, его умножаем на 100 и подставляем процент. Вот. Дальше объявляем счетчик. Назовем его counter. И обрабатываем кнопку NextBTN. NextBTN вешаем событие клик, оно увеличивает счетчик на 1 единицу и вызывает функцию карусель. Функция карусель объявлена чуть ниже. Что здесь такого? Функция карусель, она проверяет. В нем несколько проверок. Так, вот, разнесем код. Первое. Если каунтер меньше 0, тогда устанавливаем значение 0. Следующая проверка. Если каунтер меньше длины слайда, то NextBTN надо скрыть.
то есть надо показать style display flex. Иначе мы кнопку вперед, следующий слайд, его должны скрыть. Дальше проверка. Если счетчик у нас больше нуля, мы предыдущую кнопку показываем свойством display flex. Если наоборот, иначе, то мы эту кнопку скрываем. И вот мы находимся в рамках внутри той же функции карусель, да? Внутри этой функции также вызываем slides, обрабатываем slides, каждую for each коллекцию. Берем слайд, мы слайду дописываем style, transform, translate, минус уже счетчик, умноженное на 100%. Вот и все. И по умолчанию предыдущую кнопку мы должны его просто скрыть. Вот получается NextBTN. Когда происходит по нему клик, счетчик увеличился, вызвалась функция карусель. То же самое логика для предыдущей кнопки. Предыдущая кнопка по клику уменьшает счетчик на 1 единицу и также вызывает вот эту функцию карусель. Вот и все. Получается вот. Когда мы изначально загрузились, кнопка Previous скрыта. Мы находимся на текущем слайде. Кликаем, счетчик увеличилось. Transform Translate мы его сдвинули, показали предыдущую кнопку. Еще раз двинулись, мы находимся на последнем слайде, да? И здесь что у нас? Поскольку у нас счетчик последний элемент, мы следующую кнопку скрыли, предыдущий остается показанным. И вот таким образом мы работаем. Ну, здесь еще с стилями надо чуть-чуть поработать. Как видите, здесь вот слайдер не помещается, чуть-чуть иногда сдвигается, да? Если мы прокручиваем, вот, слайдер находится поверх нашей Fixed Nav, и он его выскакивает. Тач на слайде работает. Ну, дополнительно еще и здесь надо обработать, сделать проверку. Ну, событие клик – это событие таба, да? Вот когда мы нажимаем на сенсор, это примерно то же самое. Вот. Вот и все. Так. И... Халь, можно вопрос? Да. У вас же style left дегенде это налево 100% жылдырабы, или как? Так. Индексти умножать, например, индекс в 2 болса, аны 100 койсо 200% болуп калабы. Индекс, смотрите, вот как здесь, какие значения сюда записывать, давайте посмотрим. Вот у нас слайд, да? У него left 0, слева 0. Поскольку контейнер у нас вот здесь, позиция становится left 0, translate 0, и он в видимой части. Мы кликнули, второй элемент сдвинулся на 100%. Position у него становится left 100%, а трансформом мы двигаем по оси X на минус значение. То есть вот здесь, который скрыт, он сюда перекинул. И следующий элемент. А видите, следующий, последний слайд, у него position 200, translate минус 100. Вот. Когда мы это все меняем, дальше все это увеличивается. Все, теперь мы дошли до края, да, до последнего элемента. Обратно пошел отсчет, обратно все уменьшается. В конце, когда у нас мы попадаем на текущий слайд, первый слайд, у нас left 0, остальных 200, но транслейты по нулям. Ошондо такой вопрос, агай, просто жакшы түшүнбөй атам да. Ошондо по 100% болгондо, например, X асиде не по пикселям, а 100% болгондо разве мисалы бүт длинасы полный алынбайбы, например? Контейнеру-то зафиксирована ширина же. В стилях
Давайте Да, пишем. 200 чем-то пикселей. Да. Не 200, а у нас... Так. Вот. 80 viewporta, да? Ну, еще максимум он может быть 80 RAM. И все, больше ничего. Position relative, чтобы относительно него вот эти слайды двигались. Overflow hidden. Все, что не влезает в эти 80 viewporta, view width, они будут скрыты. А потом через транслейтами, когда мы их двигаем, позиционом двигаем, мы их как бы через вот этот... Значит, я поняла, 100% это ширина одного элемента ID, этот слайда, да? Да. Вот мы говорим, слайд ты занимаешь 100% от родителя. Если уменьшится контейнер, это тоже будет занимать ровно столько, сколько занимает контейнер. И как бы мы, получается, вот прорубаем дыру, да, в стене, и через эту дыру просто перелистываем, двигая position картинки. Агай, менде да суроо ушул жерде. Мгм. Сүрөттөр деген азыр деген кандай эмеде турат? Бул деген флекс эмес да, бул деген биринин аркасына бири турат да. Биз 100% солго жылдырганда аркасындагы көрүнүп калып ошончо кандай? Жоқ. Вот попробуйте без картинок сделать контейнер, задайте ему ширину, скажем, да, там 200 пикселей. Квадрат сделайте, просто background body черный, а потом слайдер контейнеру 200 пикселей ширину и фон белый. И внутри напишите вот эти дивы, а потом их выстроите. Обязательно overflow hidden. Все, что не влезает в вот этот габарит, оно должно быть скрыто, hidden. Вот. Дальше по этой дыре, вот мы прорубили как бы дыру в стене и показываем, переключаем. Один сдвинулся, ушел налево, он уже не влезает, да, позиционом, он становится скрытым. Следующий пришел, предыдущий, и он сдвинулся, и получается он уже, когда находится вне рамках вот этой дыры, он становится невидным. Рахмат. Индекс, получается, он уникальный. В массиве же у нас же есть индексы. Нулевой элемент, нулевой индекс, первый индекс, первый индекс. Вот получается в callback функцию мы можем передать параметр индекс, и тогда мы получим вот из слайда первая итерация пошла, слайд, он возьмет нулевой индекс. Вот. Потом следующая итерация пошла, следующий слайд пришел на обработку, у него индекс единица, да? Сюда подставится уже единица. Индекс он всегда будет меняться от for each, да? Когда for each при каждой итерации берет следующий элемент, у нас индекс меняется. И таким образом мы как бы вот этот индекс, умножив на 100%, сдвигаем элемент. Вот, так. Агай, такой вопрос еще. По стилизации деген жанакы бул div элемент деген үстүнкү нафтын үстүнө чыгып калпайбы? Чтобы вот это не делалось, это z индекс минус 1,500 керекпи? Ошондо болобу? Какой div элемент? Ну вот этот сиз өйдө көтөргөндө эменин нафтын үстүнө чыгып атпайбы стиль боюнча? Да, z-индекс. Z-индексами надо поиграть. Здесь добавить побольше отступа, ну, чтобы не влезало. И вот этому fixed nav надо, мне кажется, лучше всего увеличить этот z-индекс, чтобы слайд оставался под ним. Вот, если потестим, давайте потестим. Так, fixed nav.
Напишем сюда, например, z-индекс 100. Вот, видите, теперь под этим остался. Ну, на стилях вот этот баг надо чуть-чуть подправить. Вот и все. Так. Добавляю решение в раздел код. Так, что хотелось бы вам сообщить, друзья. На следующей неделе мы уже начнем обрабатывать, не то что обрабатывать, переходить к теме jQuery. У вас домашка. Узнайте, что такое jQuery. Ну, чисто теорию, да? И у него есть способы подключения вот этой библиотеки к HTML, к проекту. Узнайте, как его можно подключить. И на следующей неделе начнем изучать jQuery. Ну, на jQuery прям сильно завязываться не будем, потому что jQuery чисто для можно сказать, для поддержки там legacy кода, да. Если какой-то был проект уже на jQuery, если его нужно переписать на чистый нативный JavaScript или там на какой-нибудь React, то нужно знать, да, как работает этот jQuery, что там у него есть, с чем его едят. Поэтому мы несколько серий уроков пройдем по jQuery, узнаем, и я думаю, вы удивитесь, когда с jQuery мы сделаем вот этот же лендинг, который мы сделали, всю вот эту логику именно на jQuery, у вас будет уже другое количество кода. Вот. Так. Ага, саламатсызбы. Саламатчылык. По предыдущему домашнему заданию у меня есть этот код, я готовый нашел, но не до конца понял, да? Вы не могли бы коротко пройтись по нему, рассказать? Давайте. Сейчас, секунду. Так. Вот, в общем, он так работает. Вот, как Махсат показывал, но немножко по-другому здесь. У него тут логика по-другому была написана, а здесь вот как-то так. Я не понял. Я погуглил, Next Element Sublink это он тоже как с Splitty работает, да, я так понял? Нет. Нет? Прогуглите, что это за свойство у объекта this next element sibling. Он По действует на названию можно родителя. догадаться. Next это что? Следующий элемент. Next это следующий элемент, а sibling? Я не знаю. Без понятия. Кто знает английский, друзья? Как переводится слово sibling? Родственный. Родственники. Родственник, Родные. не то чтобы даже родственник, а брат-сестра. Ага. Мы же говорим, вот, братья-сестры. Вот sibling означает братья-сестры. Вот. Панель. Что у нас сохранится в переменной панель? Следующий элемент с классом панель.
То есть вот смотрите, this мы берем, да, в цикле мы из коллекции Мгм. обращаемся по индексу и добавляем ему обработчик клика. Теперь на том объекте, на котором был кликт, этот код что делает? Переключает класс show. Переключает класс show и дальше ищет в переменную панель от того объекта, на котором был клик, следующего брата. Вот получается класс панель, Мгм. когда происходит клик, у него переключается класс show и находится следующий панель. Вот два дива, да, 130, строка 130, один div. Допустим, если на нем был клик, Мгм. то класс toggle срабатывает и дальше ищется следующий класс панель. Если у панеля высота по стилям максимальная высота, если у него вообще есть максимальная высота, то панель style max height 0. То есть если у элемента есть какая-то высота, у панеля класса панель max height становится 0. То есть класс, как бы высота у него обнуляется. И иначе у этой панели max height равно панель scroll height плюс пиксели. То есть вычисляется реальная высота у этой панели и туда дописывается через атрибут style. Все, немножко понимание появилось, Рахмат. Ага, можно вопрос что-то, я Мгм. сегодня много вопросов задаю. Иратиль, пожалуйста, можешь Да. включить свой код? Да, Эту демонстрацию сделать. Вот. Өчүп калды эта демонстрация. Ага, все, спасибо. Ага, я вот значит, следующий дочерний элемент болгондо вот здесь, когда например, 130-й панельге басканда будет высчитываться высота панели, которая на строке 139 стоит, да? Ошондо. Так, не. Ищется панель next sibling. То есть следующий панель, соседний, да, брат, скажем. И у этой панели проверяется, есть ли у него там высота через условие if, да. Если условие там есть, то есть если у панели высота не нулевая, какое-то значение там есть, то панелю убирается. То есть если у него уже высота есть, его же надо сдвинуть, получается, и max height его обнулить. И таким образом он схлопнется. Если иначе, то добавляется, наоборот, этот max height. Получается, у него вот бир блок басылганда, следующий блок сразу скрывается, да? Есть, получается. А нет, он не скрывается. Нет, переключение происходит по тоглу. Вот, смотрите. Нажался, следующий элемент сдвинулся, а потом показывается вот эти элементы. Видите, здесь логика совсем другая. Один элемент остается скрытым, кликается второй элемент, точнее, первый элемент, например, если на него кликнули, он раскрылся, кликнули на второй элемент, он тоже скрывается. А в нашем приложении у нас наоборот. То есть мы скрываем и показываем один элемент только на котором был клик. Здесь логика совсем другая. Видите, здесь мы кликнули, тот элемент, который скрыт, он показан, он скрывается, а показывается именно тот элемент, который уже на нем был клик. Вот. Здесь логика другая, видите? Мгм. Рахматовай. Угу. Так, сегодняшний код я Notion добавил, друзья. Еще есть вопросы?
Так, если вопросов нет, то тогда завершаем урок. Встречаемся уже на следующей неделе. Всем приятных выходных. Всем до встречи.